Здравствуйте, Нина Михайловна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как появилась идея создать свою собственную мастерскую? Идея, конечно, давно была, но не собственно мастерскую хотелось, а хотелось как бы выставочный зал вначале. Но это приложение к выставочному залу должна была быть как бы такая небольшая ткацкая мастерская. Чисто для себя, если на пенсию выхожу, чтобы было чем заниматься. Когда вы написали проект на грант? Но я написала 2 года назад. Как вам удалось реализовать выделенный грант? Мне удалось реализовать вообще на 100%, потому что грант я брала только на отопление и на систему отопления, поэтому я в полном объеме выполнила работу. Как развивается ваше творчество в настоящее время? Чем занимаетесь? В настоящее время вот тку половики пока. Традиционный вариант половиков, но это в данный момент не совсем традиционный. Здесь потому что техника такая, шахматка называется, получаются квадратики. Ну, так попросил один человек сделать таким образом. Вы только половиками занимаетесь или еще? Нет, не совсем. Я занимаюсь вот тканными поясами, то есть в полном объеме всеми видами ткачества. То есть бранное ткачество, ткань, пестрель и саржа, и разные виды многоремезных тканей. Полное ажурное ткачество, то есть в полном объеме какие виды существуют в ручном ткачестве, я занимаюсь. Вот на вас костюм. Это полностью ваше производство? Это да, это полностью мое производство. Сарафан был, ткань была выткана на станке, на этнографическом, да, на этом. Вставки бранные тоже на станке, на таком же сделаны. Ну и потом пошито. Расскажите немножко о выставочном зале. Как идет дело с ним? Но с выставочным залом, конечно, совсем все хорошо. Там экспозиция у меня уже висит, которую я хотела сделать, постоянную экспозицию. Сменная экспозиция тоже висит. Она, конечно, будет сменена через какое-то время, но пока висит, потому что там представлены люди села Помоздино. В 2016 году мы были здесь на пленэре со студентами, потому что наш колледж носит название Тимовень, Вениамин Тимофеевич Чистарев. Вот. И мы делали здесь проект, и поэтому там изображены портреты людей, которые проживают в Помоздино. Много ли желающих посмотреть? Желающие есть. Я не скажу, что много, потому что как-то в полном объеме я еще не работала, но вот проверила, открывала, написала объявление, что будет работать, и действительно люди пришли, даже в мороз пришли, хотя я не ожидала, что такое. И взрослые, и дети? И взрослые, и дети. Хорошо. Больше даже взрослых в этот раз приходило, потому что дети, наверное, все-таки заняты чем-то дома, может быть, отдыхают активно, каникулы. А вот взрослые приходили. Какие отзывы оставили? Но прежде всего всех как-то удивило, что в Помоздино может быть такой выставочный зал. Вот, потому что были проездом даже с Усть-Кулома и с Ухты женщина была. Да. Вот, что всех так удивило, что есть Помоздино. И во-вторых, конечно, что мне понравилось, то, что молодое поколение, дети очень спрашивают, вдумчиво рассматривают, интересуются. И это, мне кажется, очень хорошее качество вот сейчас, что молодежь вот интересуется и пытается понять, что изображено. Какие у вас планы на будущее? Может, еще что-то, проект какой-то реализовать или дополнить? Ну, на будущее у меня стандартный проект, собственно говоря. Будет работать выставочный зал, где будут выставляться смены экспозиции не только, допустим, мои работы будут, но и рукодельные работы многих граждан Помоздино. Здесь очень многие тоже занимаются рукоделием. То есть приятно же показать, что ты делаешь, и другие бы посмотрели с удовольствием. Может, кто-то тоже начал что-то делать. Вот таким образом. Ну и ткацкая мастерская будет работать, как бы, ну, будет работать. Не знаю как, но будет. Но я-то точно. Но вы рассчитываете только на собственные силы? Нет, не совсем. У меня как бы есть уже один работник там, но в Пузле работает. Со станком я научила человека, он работает, ему нравится. Вот. Но я хотела бы, конечно, чтобы был какой-нибудь человек еще, даже несколько, чтобы работать, потому что станка-то у меня 3 будет, потому что один еще не привезенный. Но это ведь такое дело, просто так с улицы никого не возьмешь. Конечно. Это надо, чтобы человеку было интересно, чтобы он хотел этому научиться, чтобы он хотел это делать, продолжать, чтобы это ему нравилось. В принципе, ремеслу может научиться каждый. Это никакой проблемы в этом нет. Другое дело, что не каждый захочет работать, потому что это достаточно трудоемкая работа.
Не думали провести мастер-класс какой-то? Мастер-класс буду обязательно проводить. Меня вон даже выпускники с Усть-Колома просят, чтобы я им мастер-класс провела здесь. У меня там несколько выпускников тоже работает под качество. Очень хорошие ребята, очень способные, талантливые. Вот. Даже они написали. Потому что все-таки в Помозино, вот Помозино и Выборге очень были ткачихи мастеровитые. На 4-ремезном станке половик ткали. Это достаточно сложная заправка, и, конечно, половик бы я, например, не стала ткать на таком. Это для ткани чаще всего 4-ремезную заправку делают. Вот здесь как раз вот эта ткань Саша, вот получается, вот, из которого шьют одежду уже. Вы ведь, наверное, в курсе, что здесь в начале 20 века была очень хорошая ремесленная мастерская под качество. Жена у Вениамина Тимофеевича, она закончила Вологодское училище, и вот она организовала. И здесь, конечно, вот я смотрю, видимо, все-таки профессионал, когда работал с кем-то и научил, и показал, очень были мастеровитые ткачихи. И я надеюсь, что кто-нибудь, потомки-то есть такие, да, тоже талантливые, и они придут и будут работать, научатся, будут продолжать это дело, развивать развитие ремесла именно в селе Помозино, потому что здесь, я говорю, традиция была когда-то. Правда, в связи с войной, конечно, это все как бы потом пропало, потому что ткани появились, дешевые ситцы, и как бы надобность отпала, конечно. Хотя половики ткали еще до, ой, уже не соврать, чтобы, наверное, до 80-х годов еще прошлого века. Ну и расскажите саморекламу немножко. Я думаю, что, в принципе, на все воля Божья. Если человек хочет что-то делать, Бог всегда даст возможность ему что-то сотворить хорошее, приведет людей, которых надо. И поэтому я, конечно, буду заниматься здесь и ткачеством, и творчеством, и с людьми буду работать, могут приходить для себя что-то делать, если хотят. Если у них, например, житники осознанно колодец миллион куинов, пусть они что-то делают. А потом и такие вещи, вот такие рукодельные, домотканые, они очень сильно украшают интерьер и делают его теплым и каким-то, может быть, даже приятным. Женщина заказывала половики, 2 половика, и написала мне ВКонтакте: вы знаете, когда я постелила ваши половики, вообще мой дом полностью преобразился. Даже муж перестал ругаться. Это очень сакральное искусство. А потом, вы знаете, ткачихи никогда не страдают маразмом, потому что все время читают. Много ли заказов? Да, вы знаете, заказы есть. Просто сейчас нет еще таких возможностей пока прямо заниматься конкретно. То есть это же надо и все-таки рекламу делать, через интернет где-то работать. Хотя есть такая теперь хорошая возможность интернет, это очень здорово. Ремесло, конечно, ткацкое ремесло очень, настолько интересно и настолько много всяких видов ткачества существует, что даже, возможно, ты при жизни всеми не воспользуешься. Самое сложное вообще в искусстве и в изобразительном искусстве – это подготовительная работа, заправка станка. То есть, чтобы насновать вот эти нитки на навой, это тоже тратится где-то день, потом каждую нитку, потом намотать надо на привой эти нитки, и снова вот эти нитки все завязать, чтобы они проходили через ремезки и через бердо. Ну и принцип работы элементарный. Нажимаешь подножку, открывается зев. И здесь протягиваешь нитку или лоскут, протягиваешь, потом прибиваешь это дело, и потом снова меняешь подножку, зев, следующий открывается, и снова протягиваешь. И вот так вот получается ткется полотно, потому что ткацкое ремесло – это высшая математика. Если ты одну нитку уже пропустил или где-то ошибся, это сразу будет ошибка видна. Идеальная точность должна быть в работе, потому что по-другому уже никак не получится, без идеальной точности. Вот таким образом. Спасибо, Нина Михайловна. Да, я тоже. Грантовый проект «Северное сияние. Женские инициативы по устойчивому развитию сельских территорий» финансируется Евросоюзом. В Республике Коми проект реализует фонд «Серебряная тайга». Благодаря ему грантополучатель смог реализовать свой мини-проект